А представители фонда «Солидарность» совместили благотворительную акцию ко Дню знаний со своей профессиональной деятельностью, помощью в улучшении жилищных условий. Охватили Яндари, Троицкое и Сунжу. Зарима Ивлоева расскажет подробнее. В семье Костоевых 7 детей. Старшая девочка помогает маме по хозяйству и воспитанию 6 младших братьев. К 1 сентября Мадине Костоевой нужно подготовить 4 школьников. Отец работает водителем, мать занимается подсобным хозяйством. На жизнь хватает, делится женщина, однако расходы перед каждым учебным годом сильно бьют по карману многодетной семьи. Каждый год все дорожает, как и тетради, так и портфель, поэтому... Когда бывает помощь, это очень большое подспорье, если сказать честно. Потому что кроме книг, все остальное приходится покупать в школу. Это и обложки, и тетради, и прописи. Несмотря на то, что забот у многодетной матери много, особое внимание Мадина уделяет образованию детей. Ведь знания, приобретенные сейчас, помогут им встать на ноги, уверена женщина. В ингушской любой семье много времени уходит на быт. Поэтому если время правильно распределить, то можно найти время и на детей, и на беседы с ними. И вот на такого карапуза. Даже во время летних каникул дети не бездельничают, набираются знаний в медресе. В свои 7 и 8 лет старшие мальчики уже умеют читать на 3 языках – ингушском, русском и арабском. Для фонда «Солидарность» привычные проекты, связанные со строительством домов. Но в акции «Собери ребенка в школу» они принимают участие уже во 2-й раз. Помощь решено оказать тем, кто стоит на учете благотворительной организации. Темиркиевы ютятся в 2 комнатушках старого дома, который снимают уже 12 лет. В семье 8 детей, финансовое положение затруднительное. Для них сегодня также привезли укомплектованные портфели. Третьекласснику Илезу на правах отличника даже разрешают самому выбрать себе подарок. Молодец. С просьбой о поддержке в строительстве глава семьи обратился в «Солидарность» в 2015-м. Сам Магомед тяжело болен. На средства материнского капитала Темиркиевы смогли приобрести земельный участок. На большее семейного бюджета просто не хватило. Фонд помог со всеми строительными материалами, а работой – родственники. Такими активными темпами и до новоселья ждать недолго. От нуля, самого фундамента, фонд «Солидарность» мне помог его довести до такого. Размер 10 на 12, там будет спальня, кухня, проходки и 2 комнаты и еще ванна. Несколько лет назад мы уже поставили окна, месяц назад полностью сделали крышу. Ну, дальше уже посмотрим, что для них можно сделать, или штукатурка, или полы. Ну, а еще одну часть мы постараемся взять на себя. Благотворительные акции объединили весь регион, и неважно в какой сфере, будь то строительство, продуктовая акция или другая помощь. Доброму примеру волонтеров и благотворительных фондов последовали и чиновники, и все неравнодушные жители. Зарима Ивлоева, Сурхо Кусиев, Новости 24.